На текущее время заводы АТМ, РИАК, Агрокомплекс Сунжа и Сад-Гигант являются основными производителями в регионе, выпускающими продукцию на внутренний и внешний рынок. Поэтому руководители этих предприятий и присутствуют на данном совещании. Количество наемных работников на этих предприятиях более 3000 человек. Согласно налоговой отчетности, за 9 месяцев 2022 года сумма выплаченной заработной платы составляет 330 миллионов 700 тысяч рублей. Моя позиция такая. Несправедливость, незаконное действие в отношении бизнеса мной будет пресекаться прямо на корню. Не допущу я никакого, не то что беспредела, а вмешательства даже. Но есть одна вещь. Чем больше у нас будет бюджет, мы могли бы регулировать и зарплату. Если бы у нас деньги были бы свои, то мы могли бы где-то там, ну пусть 500 тысяч, это тоже важно для человека. Где-то 5 тысяч, если дойдем до того. А сегодня мы не можем, 15 тысяч максимум там некоторые получают. Я не зря этот вопрос поднял, поэтому юридически проверьте все свои, обязательства, которые есть перед республикой, перед федеральными органами, потому что мы вам будем способствовать и помогать, чем можем, будем. Вредить вам точно не будем только помогать, но вы свои обязательства в части юридических обоснованных требований закона, пожалуйста, выполняйте. Глава региона отметил, что республика продолжает погашать госдолг. Из 11 миллиардов Ингушетии осталось выплатить около 800 миллионов. Значимую роль в этом играет и бизнес за счет выплаченных в казну налогов. Их успех ведет к развитию Ингушетии за счет пополнения бюджета субъекта, создания рабочих мест для жителей. Кричали там, банкрот, республика. Я в таких случаях говорю, не помогайте, хоть не мешайте мне. Представь себе 400-500 судов. У нас круглосуточное юридическое управление, все юристы работают и отстаивают. И около 5 миллиардов мы не допустили ущерба. На торгах, чтобы 970 миллионов сэкономить, я в других регионах даже не знаю, а мы сэкономили. Сегодня мы уже можем сказать, что мы все до копейки выплатим и зарплату, и все. А мы сидели в 2019 году, в 2020 и 2021 минус 2 миллиарда. Мы вышли из ситуации, что сегодня у нас даже на ФОМС мы пришли деньги, мы расплатились, и на зарплату. Все. Более 50 миллионов рублей налогов выплатил за 2 года завод РИАК. Также налажен технический запуск проекта «Реал». Ввод заключительного этапа объекта планируется во втором квартале 2023 года. Их выплаты пока составили 2,3 миллиона рублей в прошлом году и 12,7 в этом. Также предприятию удалось организовать первые экспортные поставки за границу. За 2021 год выплачено во все уровни бюджетов 25,9 миллионов рублей. На конец третьего квартала, то есть за 9 месяцев, 25,5. То есть, по сути, прирост по итогам за 2022 год составит порядка четверти, 25%. Вот. Предприятие сейчас развивается, инвестируется достаточно серьезно. В этом году мы понесли достаточно серьезные инвестиции. Закуплено новое оборудование, покрасочная линия. Реализация у вас проблемы есть? Пока справляемся, спасибо нашему коммерческому отделу. Ребята молодцы, хотя крупные заводы, в том числе в Татарстане, 2 месяца вообще стояли. Огромный завод с 8 прессовыми линиями стоял полностью. Агрокомплекс Сунжа выплатил за 2 года более 18 миллионов рублей. Значительно увеличить продукцию, а соответственно и налоги, планируется после начала выращивания собственной рассады. На сегодняшний день мы вынуждены заказывать рассаду в городе Волгоград. Это очень... На будущее можете сами? Мы сейчас как раз таки меняем технологию, но так как это уже стартап, в регионе такой тепличного комбината большие нету, опыта не было, мы потихоньку начинаем внедрять, чтобы мы рассаду выращивали сами. Тем самым мы можем позволить себе гораздо снизить расходы, и увеличить прибыль, соответственно, я думаю, и налоги будут увеличиваться. Больше всего налогов за последние 2 года выплатил Сад-Гигант Ингушетия. Здесь уже цифры перевалили за 300 миллионов, но и само предприятие больше, как объем собранного урожая и количество рабочих мест. Численность у нас на сегодня 1100 человек. Средняя заработная плата в этом году у нас составила 45 тысяч.
До этого в 2020 году у нас было 27 тысяч, в 2021 32 тысячи. Оптовая мощность, конечно, нашего сада, проектная мощность 60 тысяч тонн фруктов. Но сегодня, в этом году мы собрали 58 тысяч тонн. 58 говорил. Мы на 2023 год должны выйти на 60 тысяч тонн. Выручка у нас за 9 месяцев в 2020 году составила 1 миллиард 623 миллиона, за год 1 миллиард 870. В 2021 году у нас был град, и выручка составила меньше, чем 769 миллионов у нас было. Налоги мы в 2020 году заплатили 220 миллионов, в 2021 году мы заплатили 153 миллиона. Республиканский НДФЛ, мы заплатили 32 миллиона, мы заплатили в 2020 году, 33 миллиона в 2021. А завод по производству биметаллических радиаторов АТМ, реализованный на территории промышленно-инвестиционной площадки Карабулака, выплатил более 30 миллионов рублей за 2021 год и почти 40 за 2022. Рынок сбыта продукции предприятия Центральная Россия, Дагестан, Чечня, Пятигорск, Ростов, экспорт в страны СНГ. Муслим Ганиев, Новости 24.